Селям алейкум, сайгылы телесерджилер. Это программа «Софрага Буюренес» на телеканале «Милет». Если хотите гостей удивить, вкусный салат нужно им предложить. Яблоко, лук, сыр и сметана – это, друзья, у нас только начало. Вместе сегодня приготовим салат «Софрага Буюренес» всем, кто нам рад. А я уверена, что рады нам абсолютно все, ведь сегодня замечательный выходной день, и я предлагаю вам провести его вместе с нами. Спешу представить нашего сегодняшнего гостя. Крымская поэтесса, член Союза писателей России и Республики Крым, лауреат международных премий Ольга Голубева. Поэзия – великое творчество души, идущее от сердца из самых глубин внутреннего мира человека. Современная поэтесса Ольга Голубева – одна из ярких представительниц крымской литературы. Ее стихотворения не оставляют равнодушными ни одного читателя. Можно с уверенностью сказать, поэзия для нее – это музыка сердца. Жизнь неожиданно прекрасна. Пусть столь восторженная фраза покажется банальной сразу. Не стоит раздражаться гневно, ежеминутно, ежедневно, ежесекундно, ежечасно. Любите жизнь, она прекрасна. Вглядитесь в жизнь, она прекрасна. И снег, и смех, и светлый праздник, сирень и гроздь в хрустальной вазе. Сирень в ведерке на перроне, сирень, растущая на склоне, сирень, написанная маслом. Все это жизнь, она прекрасна. Переводчик, лауреат премии имени Бекира Чобанзаде, автор гимна Республики Крым и просто душевный человек. Она, безусловно, занимает важное место в крымской поэзии. И сегодня Ольга Голубева поделится авторским рецептом салата и раскроет секрет приготовления витаминно-минерального коктейля, о котором вы скоро узнаете на кухне Софрага Буюренес. Ольга, селям алейкум, доброе утро. Салям алейкум, азиз Даслар. Я к вам буду сегодня обращаться Ольга Ханум, вы не против? Абсолютно нет. Как у вас настроение? Расскажите, пожалуйста. Замечательная, такая же, как атмосфера в нашей студии. Что мы сегодня будем с вами готовить? Мы будем готовить одну из разновидностей салата, который называется королевский. Рецептов очень много королевского салата, а мы приготовим самый простой, можно сказать, эконом-класс, бюджетный вариант королевского салата. Отлично. Какие нам понадобятся ингредиенты для приготовления? Вот они тут перед нами. Это яблоко, сыр, лук, яйцо и сметана. Отлично. Почему именно это блюдо? Расскажите. Во-первых, не трудоемкое. Во-вторых, достаточно много витаминов в нем. И вообще яблоко, я очень люблю яблоко. Это один из самых любимых вообще фруктов. Недаром есть такая пословица, да, в народе говорят: в день по яблоку врача по боку, яблоко на ужин врач не нужен. Поэтому я кладу яблоко куда только можно. И поэтому для меня вот этот простой салат, вот я его и сегодня выбрала. Отлично, хорошо. Я думаю, что мы можем приступать. Что мы должны сделать в первую очередь? Значит, все ингредиенты мы должны как-то измельчить. Вот, можно все потереть, можно все порезать. Ну, как правило, лучше всего яблоко и сыр потереть, а яйцо и лук порезать. Яйца у нас сырые, водичку мы предварительно поставили. Давайте мы сварим тогда. Да, закипать. Нам достаточно вполне парочку. Я хочу, во-первых, положить в водичку соль. Вот она, правильно? Для чего? Расскажите. Для чего? Чтобы если яйцо лопнуло, то оно не вытекло при варке. Хорошо. Вот, поэтому мы кладем соль. Так, и теперь я об этом не знала, мы кладем соль теперь. Да, и теперь в соленую водичку аккуратненько, чтобы не лопнули, опускаем 2 яйца. Думаю, пусть они минут 10 у нас кипят. Итак, с какого ингредиента мы начнем? Давайте будем тереть яблоко. Разрежем его пополам на доске. Немножечко вытащим сердцевинку, которая нам, в принципе, не нужна. Вот мы ее так вместе с хвостиком аккуратненько вытащим. И теперь, когда мы будем тереть, нарезать не надо. Мы трем, и у нас останется в руках только шкурочка от яблока. Ольга Ханум, я знаю, что родились вы в Сибири, но все ваше детство прошло в Крыму, в Бахчисарайском районе. Да. Вот расскажите о воспоминаниях из детства. Ну, замечательные места. Вообще Бахчисарайский район, наверное, один из самых красивых в Крыму. Человек, наверное, живет только в школе и на пенсии. Ну вот скажите, вот в то время могли бы вы подумать, что вы станете известной поэтессой? Да и вообще поэтессой? Нет, конечно, нет.
я выбрала совершенно другую для себя профессию. Я поступила в университет на географический факультет. Вот. И по специальности я краевед. Вот видите, шкурочка у нас осталась, мы натираем следующую половину. Проживая всю жизнь в Крыму, наверняка же есть какие-то строки о Крыме. Ну, конечно, но они родились уже немножко позже, не в школьные годы, даже не в студенческие. Я вообще начала писать позже. Позже, никогда не думала, что это станет профессией. Вот. Ну, какие строчки о Крыме? Вообще у нас есть замечательная песня, на мои слова музыку написал Сервер Кокура. Песня называется «Любимый Крым». Угу. И вот я петь не буду, но просто куплетик с припевом, как стихотворение, конечно, могу с удовольствием прочесть. «Где-то на земле есть Париж и Рим, только мне милее мой любимый Крым. Мне не позабыть четвердак в снегу, я счастливый быть только здесь могу. Крым вечно юный, скалы и дюны, рассвет над морем неповторим. Крым – это песня, спетая вместе, наш светлый край, удивительный Крым». Замечательные стихи. Спасибо. Ольга Ханум, действительно, их очень приятно слышать. Так, смотрите, яблоко у нас уже яблоко, натерто. да, потерли. Значит, нам надо еще порезать лук. Для того, чтобы не плакать, когда режешь лук, нам надо намочить луковицу и ножик в холодной воде. Но, в принципе, если это лук сладкий, я надеюсь, что он сладкий, то мы и так не будем плакать. А если это обычный репчатый лук, то его тогда желательно, хозяйкам на заметку, в любой салат обдать кипяточком или чуть подмариновать. То есть положить его в водичку, немножко сахарку и уксуса. И вот лук полежит, и вся горечь из него уйдет. Но это похоже у нас сладкий лук. Мы его просто очень меленько вот так режем. Ну, очень ценные советы для хозяек, хочу сказать. Ольга Ханум, я знаю, что вы связали свою жизнь с краеведением, экскурсионным делом. Вот расскажите, пожалуйста, о работе. Вообще работали ли по профессии? Конечно. Я 13 лет проработала в Симферопольском бюро путешествий и экскурсий, куда пришла по распределению после окончания университета по своей специальности. Работала и экскурсоводом, и методистом, и старшим методистом, зав. Экскурсионным отделом. Короче говоря, долго работала. Вот. И мне очень нравится эта профессия. Я вообще очень люблю Крым. Заметно, наверное, по моим песням, по моим стихам, потому что я автор гимна Крыма. Вот. Поэтому, конечно, поэзия была хобби, а краеведение – профессия. А сейчас, наверное, наоборот стало. Какие уголки посетили? Расскажите. Да, есть наверное, ли любимые вы знаете, уголки? наверное, нет такого места, где бы я не побывала. Я вообще люблю Крым. Он небольшой, собственно, по сути говоря. И люблю вот родной Бахчисарайский район, где выросла. Очень люблю Новый Свет, вот Восточный Крым. Тарханкут мне нравится. Короче говоря, в Крыму все хорошо. Это правда. Но, смотрите, вы упомянули о том, что являетесь автором гимна Крыма. И не могу не отметить, что был решающим 2000 год, да, когда вы победили в конкурсе. Вот расскажите об этом поподробнее. Ну, музыка нашего гимна существовала без слов 8 лет, с 1992 года. И вот только в 2000 году был объявлен конкурс. Конкурс был анонимный. Участвовало более 70 человек, около 70, вот так скажем, 68, по-моему, человек. И главное условие было попасть в достаточно сложную музыку Алимдара Сабитовича Караманова. Вот что у меня, в принципе, и получилось. Какие эмоции были от победы? Ну, приятно, конечно, приятно. Можно сказать, вошла в историю. Да, потому что действительно многие вас знают именно как автора гимна. Да. Ожидали ли вы, что так произойдет? Нет, просто попробовала свои силы и, собственно, не ожидала. Никогда заранее что-то вот к чему-то надеешься на что-то, к чему-то готовишься, часто не бывает. А вот так раз неожиданно, и что-то происходит в жизни. А это значит, что нужно верить в свои силы всегда. Так, а мы верим в то, что у нас уже успешно порезан лук. Мы порезали лучок. Яблоко у нас готово. Готово. Значит, мы можем начать уже даже формировать салат. То есть на дно красивой тарелочки просто красиво смажем сметанкой. Значит, смотрите, сразу что хочу сказать. Вообще, поскольку это салат королевский, пришел из Франции, французский. Так. Почему он называется королевский? Не потому, что его едят короли. Потому что этот термин ввели французские повара. Это основной салат на столе. Вот поэтому он королевский, главный как бы. И, конечно, сметаны нет нашей во Франции. Во Франции майонез. Майонез. И поэтому, конечно, этот салат можно готовить и с майонезом. Но я заменила для себя майонез сметаны. Почему? Менее калорийно. И более полезно. Абсолютно правильно. Поэтому, значит, вот на эту смазанную сметанку мы выкладываем красиво лук. Вот ровненько так. Видите, какой красивый лучок. Да. Вот. И все. Теперь еще раз положим сметанку.
Я так понимаю, будет промазываться каждый Да, слой. каждый слой. Еще раз положим сметанку. Сметанки не жалко, тем более, как мы уже сказали, она не такая калорийная и очень вкусная. Скажем так, очень вкусная. Я вообще люблю кисломолочные продукты. Я люблю творог, сметану, кефир, айран. Все замечательно. Вот мы промазали. Так. Теперь мы как раз положим яблоко. Я люблю придумывать блюдам разные названия. Вот, например, обычный салат из крабовых палочек. Я называю «Любовь и море». Так называется одна из песен, которую вы написали с Сервером Кокурой. А вот этот салат я для себя называю «Яблоки на снегу». То есть мы выкладываем его на белую сметанку, Да, действительно. яблоки, и назвали его «Яблоки на снегу». Это салат в основном зимний. Но поскольку у нас не зима, а если мы этот салат приготовим в другое время года, мы можем, например, положить укропчик, вот у нас он тут для красоты стоит, а он же еще и не только для красоты, он и вкус придает. Значит, мы можем положить на лучок немножко укропа, и тогда этот салат можно назвать «Яблоки на траве». Вот какой вариант. Это просто шутка. Вот, что я хочу сказать. Как правило, сколько лука, столько и яблока. Вот в разных пропорциях. Если мы берем половинку луковицы, значит половинку яблока. Если мы делаем большую луковицу, значит большое яблоко, 2. В зависимости от того, сколько нам надо салата. Вот примерно лук и яблоко в равных частях. Ну что ж, у нас готовы 2 слоя, а тем временем наши яйца не только сварились, но и остыли, и пришло время заниматься ими. Правильно? Да, чистим. Надеюсь, что они у нас хорошо почистятся. Мы их сварили, охладили. Вот так. Ольга Хану, в начале программы, когда я представляла вас нашим телезрителям, я сказала, что вы лауреат многих премий. Расскажите о своих регалиях поподробнее, потому что вы же не только автор гимна Крыма, Конечно. правильно? Ну вот я за гимн получила звание «Почетный крымчанин». Потом я еще награждена Симферопольским городским знаком отличия. Он очень красиво называется «Звезда славы и почета». Вот. Ну и я лауреат, да, премии, вы сказали, мы можем просто расшифровать подробнее, каких Расскажите, премий. каких премий? Ну вот всеукраинская премия «Золотая фортуна». Потом замечательная крымско-татарская литературная премия имени Бекира Чобанзаде. Я ее получила. Расскажите о ней Вот, поподробнее. я ее получила 10 лет назад за книгу своих переводов с крымско-татарского языка, которая называется «Севги Бахчисында. В саду любви». Ну, кроме того, я еще лауреат международных конкурсов некоторых. Вот, например, «Актарна», он проводится в Уфе, ежегодный конкурс переводчиков тюркскоязычной поэзии, как раз тоже за переводы с крымско-татарского языка. В прошлом году, позапрошлом точнее, в 16-м, из Анапы привезла новое звание, тоже лауреата конкурса, всероссийского конкурса «Поэзия русского слова», тоже за переводы, но уже с украинского языка. Так что вот в основном в последнее время я занимаюсь переводами, и как переводчик как раз получаю все награды и все регалии, скорее как переводчик. Ну вот смотрите, давайте остановимся на книге Севги Бахчисында. В эту книгу какие вошли стихотворения известные? Расскажите. Значит, было 8 крымско-татарских поэтов. Вот в этом году переиздание «Созвучие сердец», новая редакция этой книги в медиацентре Гаспринского вышла. И там уже 9 крымско-татарских поэтов. Добавился Ширьян Али, наш современник. А вообще поэты от классики до современности, от Ашик Умера, это 17 век, и до наших современников. Аблазис Велиев, Ширьян Али, Шакир Селим. Вот наши современные, ныне здравствующие, совсем недавно ушедшие от нас крымско-татарские поэты. Вот расскажите о том, как проходит перевод. Вы владеете крымско-татарским языком? Друзья мои, существует легенда, что да. Развейте Да, я не хочу ее развеивать. Вот. Ну, на самом деле, конечно, я общаюсь с крымскими татарами, дружу, встречаюсь. Мы не только по творчеству там общаемся, мы ходим даже в гости друг к другу. Бываем на свадьбах, каких-то там юбилеях, презентациях вместе. Я слышу крымско-татарскую речь. То есть я вообще в языковой среде как бы нахожусь. Это очень помогает. Я в быту немножечко понимаю, могу несколько слов сказать, могу всегда на своих встречах поздороваться, там, сказать «салям алейкум», там, или «чок сагалнес», там, или «хош кальдынес», ну, вот элементарные какие-то вещи. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы переводить. Конечно, мне помогают словари. Вот. Кроме того, если поэты хотят иногда, чтобы я их быстро и хорошо перевела, делают подстрочный перевод. Так что тайну такую завесу приоткроем. Потому что я ведь перевожу недословно. Моя задача перевести творчески, перевести поэтически. То есть, чтобы на русском Передать языке смысл. получилось, да, цельное стихотворение. А подстрочный перевод, допустим, автор может сделать и сам. Вот. А я перевожу уже, так сказать, литературно. Вот. Таким вот образом это и происходит. Ну и потом я читаю. Крымско-татарская поэзия написана на кириллице, знакомой мне, нам всем.
И поэтому я читаю, конечно, стихи, я вживаюсь, я слушаю музыку, ритмику стихотворения. Стараюсь, конечно, вот в этом ритме, в этом размере каком-то сделать что-то. То есть как бы это все помогает. Очень интересно. И я хочу сказать, что это довольно-таки сложно, потому что если украинский язык с русским языком близкий, то здесь, конечно, нужно постараться и действительно приложить массу Иногда усилий. приходится почти новое стихотворение писать, но все равно я стараюсь сохранить идею автора, все-таки его какие-то образы, все-таки какой-то смысл его. Ну, не могу же я От без себя, этого. в конце Да, концов, конечно. правильно? Нет. Хотя мы смеялись как-то с Аблазизом Велиевым. Я говорю, Джавхерия, Мустафа Джавхерия, 17 век, поэт. Ну, там вообще другой язык. Он даже современным, хорошо знающим крымско-татарский язык не всегда понятен, а тем более уж мне. И я вот его перевожу, говорю, Абляс ага, перевожу, и все Голубева получается. Так хочется, чтобы Мустафа Джавхерия получился, все Голубева получается. Слушайте, ну салат действительно очень необычный, я такой еще пока не встречала. Да, ну вот попробуйте. Пробуйте. Нам нужно будет потереть кусочек сыра небольшой. Тут у нас, конечно, достаточно он большой. Я думаю, вот примерно так, чтобы закрыл. И начинаем его тоже натирать. Мы договорились, что 2 ингредиента мы порежем. Да. Это лук и яйцо. И 2 потрем. Это яблоко и сыр. Вот последний, 4-й. 4-й пошел. Как быстро все происходит. Да, совсем, я же сказала, простой, очень легкий салат. Совсем даже как будто бы и не королевский. Но на самом деле, я же говорю, это очень простой, доступный вид королевского салата. Столько рецептов салата королевского, как и пиццы, как и борща. Каждая хозяйка может по-своему. Можно вместо яблока положить, например, там, не знаю, креветки, положить, например, грибы, положить, например, ветчину. Это тоже будет королевский салат. Главное, что основное должно быть: лук, сыр и яйцо. Вот эти вот неизменные. Ну вот смотрите, вы уже сказали о том, что готовите вы часто, готовите вы много, потому как и семья, да, такую потребность Такая участь наша женская. Такая участь. Все-таки хочется спросить по поводу творчества. Кто является главным слушателем и критиком для вас? Ну, конечно, мой любимый муж. Михаил Михайлович Голубев, как я говорю, это мой муж и мой продюсер, потому что без него бы ничего не произошло, наверное, потому что все мои книги выходили на средства нашей семьи. Вот последнее только медиацентр Гаспринского издал «Созвучие сердец». А так, конечно, он вкладывает и деньги, и душу в мое творчество. И, конечно, первый слушатель, первый ценитель. Человек, он известный в Крыму. Он работал и директором Дворца культуры профсоюзов, и министром культуры, и директором Русского культурного центра. Заслуженный деятель искусств Крыма. Так что ценитель у меня замечательный. А как вы к критике относитесь? Да вот он меня очень любит и мало, видимо, поэтому критикует. А вообще к конструктивной критике я отношусь очень хорошо. Если вот что-то действительно толковое посоветуют или подскажут, я всегда прислушиваюсь. Ну вот смотрите, ваши стихотворения, они направлены на кого? Либо во имя чего вы их пишете? Просто для души, для себя? Для души, на ну и, конечно, для того, чтобы их кто-то прочел, безусловно, чтобы они понравились читателям. Прежде всего, у меня аудитория женская, поэзия у меня женская, пишу я о любви, пишу я для наших милых женщин, для наших крымчанок. Ну и, конечно, еще основная тема – это наш Крым, его природа, его история. Поэтому, собственно говоря, вот 2 основные, наверное, темы – любовь и Крым, хотя… Крым – это тоже любовь, да, ведь любовь вообще многогранна. Мы когда говорим, что мы любим, то это любовь и к мужчине, и к ребенку, и к матери, и к родине. И все это любовь. Согласна. Так что вся моя поэзия, она о любви. Вы знаете, я думаю, что красоту Крыма и любовь к Крыму можно описывать просто бесконечно. И тем временем мы уже натерли сыр. Мы потерли сыр. У нас остается уже практически ничего не остается. Да, мы вышли на финишную прямую. Сейчас Смазываем сметанкой. Давайте смазываем сметанкой. Немножко так, чисто символически. Очень хорошо. И теперь, наконец, уже последний слой – это сыр. Последний штрих – мы посыпаем наш салат сыром. И пока я это делаю, мне хочется у вас спросить, что бы вы пожелали, посоветовали начинающим писателям, поэтам? Ну, верить в свои силы, наверное, не бояться показывать свое творчество.
Даже не знаю. Больше читать, я думаю, может быть, потому что у нас иногда бывает, что все писатели, и совсем не осталось читателей. Вот. Потому что поэзия у нас великолепная. Надо, прежде чем, наверное, начать писать самому, может быть, почитать, что уже до тебя написано. Да. Почитать Пушкина, там, Лермонтова, не знаю, Пастернака, Блока, кого угодно. Того же Ашика Умера или Аблязиза Велиевы. А потом уже тогда, наверное, браться и за собственные стихи. Пожелание замечательное, наставление отличное. Да. Вот Салат. что у нас получилось. Королевский. Салат королевский. Придать ему законченность. Вот так вилочкой красиво. Вилочкой красиво. Вот. И положить буквально веточку укропа. Это больше для красоты. Ну что ж, друзья, мы примяли салат вилочкой, чтобы у него был более такой законченный вид, но это еще не все. Его нужно украсить зеленью. В данном случае у нас укроп. Как Это будем очень украшать? просто. Мы можем порезать и посыпать, а мы можем просто вот оторвать красивую веточку укропа и просто вот так вот эстетично, как хотите, вот абсолютно как угодно. Давайте вот так положим. Как Давайте. Дадим волю творчеству, да? Очень красиво. Пусть он немножко настоится, пропитается, и его можно есть. Здорово. Это и гарнир к мясу, это и самостоятельный салат. Его даже можно съесть на завтрак, положив на кусочек, например, темного хлеба и выпить кофе или чай. Единственное, что может быть чуть запах лука, хотя кофе, например, перебьет, или тот же укропчик запах лука перебьет. Еще небольшой сюрприз. У нас дополнение к салату – напиток, Так. который называется сасси. Такое вроде бы необычное название. На самом деле по фамилии американки. Ее фамилия Сас, которая придумала когда-то и предложила этот напиток. Я для себя всегда говорю, не Сас, а Сос. Пора худеть. То есть этот напиток такой, он тонизирующий, помогает похудеть. На 2 литра берем 1 лимончик небольшой, либо половинка большого лимона, 1 огурец без кожуры мелко нарезаем, 10 веточек мяты, либо ложечка сушеной и чайная ложечка имбиря. Все перемешивается, заливаем, убираем на ночь в холодильник. Утром пьем. Охлажденным, Да, правильно? пьется охлажденный летом. Замечательно худеть летом, утоляет жажду, кладезь витаминов. Давайте попробуем. Ну что ж, будем утолять жажду и мы. Видите, он такой чуть, он бледный, но чуть такого лимонного цвета. Замечательно пахнет. Чувствуете, вот огуречек, Да. и мята, и лимон, и такой замечательный, прекрасный напиток. 8 стаканов надо выпить в течение дня. Да вы что? Да. А вы выпиваете 8 Ну, стаканов? стараюсь. Значит, стакан перед едой. 4 раза в день мы едим. Завтрак, обед, полдник и ужин. Стакан перед едой и стакан между в промежутках пищи. Как бы между приемами пищи еще 1 стакан. 8 стаканов. Но не обязательно. Можно его просто пить, когда захочется пить. Но если мы хотим похудеть, 8 стаканов. Месяц пьем, месяц отдыхаем. Уважаемые телезрители, 8 стаканов я вам не обещаю, но глоток сделаю, Глоточек попробовать, сделайте. что это такое. Освежает. Приятно, освежает, Приятный, тонизирует. освежающий. Никогда не думала, Абсолютно что, например, с приятный. огурцом Да. может быть таким Вы знаете, приятным. когда холодно, когда зима, мы делаем чай. Зеленый чай, туда немножко добавить для цвета черного, заваривается в чайнике, туда добавляется имбирь, мята, корица, лимон и то же самое, только в горячем виде. Летом то же самое, только в холодном. Спасибо вам огромное за такой напиток. Вот, Анечка. Мы о таком не слышали. Многие Вам наши... пока не надо, но все впереди. Многие наши телезрители, я думаю, тоже о такой напитке не Да, знали, да, да. но благодаря вам узнали сегодня. Итак, салат наш готов. Из самых простых продуктов у нас получился самый настоящий королевский салат. Почувствуйте себя королями и королевами. Требуется всего 5-10 минут. Да, это мы с вами наболтали больше. Да, а так да. очень мало времени требуется, самые простые ингредиенты и салат готов. Ольга Ханум, вам слово, ваши наилучшие пожелания для наших телезрителей. Хорошего настроения, оптимизма. Даже если вы сидите на диете, готовьте. Пробуйте то, что вы приготовили. Пейте замечательный прохладительный напиток сасси. Много двигайтесь, будьте эмоциональными, любите людей. И тогда килограммы лишние к вам не придут. Буквально вот такое четверостишее экспромтом родилось. Живите с любовью. Готовьте с любовью. Программе успеха ведущий здоровья. Ольга Ханум, мы вам тоже желаем здоровья, процветания, творческих успехов. Я рада знакомству с вами. Действительно, было очень приятно с вами вместе готовить. Всего вам самого-самого наилучшего. Спасибо большое. Çok sağ olunuz. Савилы телесерджилер, пусть светятся радостью ваши глаза. Желаем вам доброго и ясного дня. Сегодня у нас в студии была Ольга Голубева. Софра хабы юринас, аштатлы олсун.